Жизнерадостная, бойкая. Правила дорожного движения, пожалуй, лучше нее знают только автоинспекторы. Юная по возрасту, взрослая по рассудительности. На дороге все равны, и водитель, и пешеход. Каждый должен передвигаться только по правилам. И это надо знать с детства, делится знаниями школьница. Включаем зажигание и левый поворот. На карте расстояния. Поехали вперед! 2 года назад все мечты рухнули в один день. 11-летняя Арина Вавилова шла в школу, во дворе на нее наехала машина. Двигалась задним ходом и не заметила ребенка. В результате девочка получила перелом позвоночника. Мы жили в поселке Троицко-Печерск, то есть это 500 километров от столицы республики Коми. В связи с тем, что были назначения Ариши, назначения врача быть постоянно на контроле у такого врача, как ортопед, держать нашу спинку на контроле. Также были назначения обязательно заниматься плаванием, да, то есть плавание дает нам укрепление мышц спины. И в связи с этим пришлось нашей семье переехать в город Сыктывкар. В Троицко-Печерске у нас нет ортопеда, к сожалению, да. У нас даже доступа у хирурга к детям нет. Поэтому пришлось экстренно 3 детей собирать, муж, переезд. И теперь мы здесь живем в городе Сыктывкар. Это уже в прошлом. Долгие дни в больнице, месяцы ограничений, нельзя ходить, сидеть, носить неудобный громоздкий корсет. Но даже в лежачем положении неугомонная девочка смогла поучаствовать в федеральном конкурсе чтецов и рисунков. Среди юных художников она заняла 1-е место. Водителям я хочу сказать, что они ангелы, они должны сохранять нас, когда они садятся за руль. Они должны посмотреть лишний раз, чтобы никого из детей, из взрослых не было, чтобы ничья жизнь не закончилась или не покалечилась водителем. Своим примером она всем доказывает – никогда не сдаваться, а жить вопреки всему и твердо следовать правилам поведения и в обществе, и на дороге. Татьяна Супряткина, Антон Булаев, телеканал Юрган.